наша страна больше аграрная. Я рекомендую всем делать биохимический анализ крови и, исходя из этого, уже подбирать ветеринарные препараты. Много хозяйств за 25 лет, с которыми мы успешно сотрудничаем. Это очень интересно и результативно. Поэтому здоровье нации тоже зависит от ветеринарии. В интернете я слушаю Садгуру, покупаю мясо у своих фермеров, с которыми мы работаем. Это непосредственно герой нашего времени. Как всякая женщина, это я мама 2 детей. Повышать свой профессиональный уровень бизнесмена. В первую очередь у меня образование. Я закончила Алматинский сельскохозяйственный институт, факультет экономика, организация сельхозпроизводства. Это организовать работу своей службы, собрать вокруг себя специалистов, высококвалифицированных специалистов с большим опытом и плюс еще обучение подрастающего поколения, замены. Политика нашей компании такова, что мы добиваемся, все сотрудники нашей компании знают, над какой целью мы работаем. Цель нашей компании – добиться биологически безопасной среды в хозяйстве. И на эту цель работает вся команда. Основные профильные специалисты – это врачи, ветеринарные техники и специалисты. Также и лаборатории, также и менеджера, которые обслуживают, также и вся организующая схема, и административный персонал, и финансовый сектор. Все работают в одной идеологической политике. Поэтому все знают, что мы работаем на результат, да, чтобы добиться в хозяйстве определенной цели, с которой мы наметили с нашими клиентами. И для того, чтобы организовать хорошо командную работу, нужно, чтобы все смотрели в одно русло, в одно направление. Ветеринарная ситуация в стране, конечно, оставляет желать лучшего. Не хватает профессиональных знаний, так как сейчас идет очень мощная миграция скота со всех сторон света. Практически завозят и сельскохозяйственных животных, и домашних животных. Везде, в каждом регионе есть свои особенности заболеваний. Профессиональная подготовка наших ветеринарных врачей с учетом не только регионального, географического нашего положения знаний, а нужно знания, и думаю, что во всех регионах нашей планеты какие происходят изменения. Тенденции мутации болезней животных сейчас идет повсеместно. Очень актуально в свете того, что наша страна больше аграрная, и программа животноводства стоит, развитие животноводства на промышленный уровень, поднятие аграрного сектора на мировой уровень, в первую очередь зависит от здоровья животных. И от здоровья животных зависит эффективность и экономическая отдача нашей отрасли. Мы работаем в основном с основными мировыми производителями. Это по качеству товара, по качеству производимых ветеринарных препаратов, которые на рынке существуют очень много лет, которые зарекомендовали себя уже за многие годы. Ищем также ноу-хау, сейчас направление экологического продукта, и используем и изучаем технологии, которые помогли бы без антибиотиков, без таких химических веществ, которые бы помогли дать продовольственную программу наиболее экологически чистый продукт. Чтобы наши животные были меньше напичканы всевозможными стимуляторами, всевозможными антибиотиками. Это молочное скотоводство, самая такая емкая отрасль, и свиноводство. Это организация семинаров, выставок, выездных туров по хозяйствам, по обмену опытом,
Приглашаем ведущих специалистов в области ветеринарии, ставим опыты в хозяйствах по внедрению современных ветеринарных препаратов, ноу-хау. Любой фермер в первую очередь должен получить от ветеринарной государственной службы перечень мероприятий, в котором утверждено государством эти мероприятия. По всем профилактическим мероприятиям, по всем диагностическим мероприятиям. Исходя из этого, он должен выстроить свою годовую ветеринарную программу по государственной программе. И плюс есть заболевания, которые наносят очень большой экономический урон. В принципе, с этими заболеваниями мы работаем. Если государство работает над особо опасными болезнями, которые передаются от животных людям, мы работаем с теми болезнями, которые приносят наибольший экономический урон хозяйству. Это не всегда дорого. Качественная ветеринарная продукция – это та, которая нужда в данный момент данному животному. Она может быть, допустим, не все антибиотики, допустим, действуют на определенные заболевания. Есть спектр. Для этого нужно лабораторные анализы делать, определять чувствительность и определять именно какой антибиотик, если касается лечения, действует на данное заболевание. То есть делать отбор проб. Я рекомендую всем делать биохимический анализ крови и, исходя из этого, уже подбирать ветеринарные препараты. Мы проводим обучение, семинары, ознакомливаем с новыми тенденциями в области ветеринарии, выезжаем на опытные хозяйства, которые добились наибольших результатов в животноводстве, обмен опытами между хозяйствами. Приглашаем профессоров в области ветеринарии, как наших отечественных, зарубежных. Основные наши производители ветеринарных препаратов, с которыми мы сотрудничаем, с ними у нас заключено соглашение о семинарах и по повышению квалификации сотрудников, по изучению их препаратов и по правильности применения данных препаратов. С которыми мы с удовольствием работаем, это, конечно, Мамбетов, агрофирма «Родина», Зинченко, ТО «Айс», с палатой ангусов, с хозяйствами палаты ангусов, ПЗ «Балкашинский» работаем хорошо. Много хозяйств за 25 лет, с которыми мы успешно сотрудничаем. Это привлечение новых технологий, IT-технологий, выезды за рубеж и обмен опытом с зарубежными компаниями. Недавно мы были в Северной Ирландии по обмену опытом. И там мы видели, как используются IT-технологии в сельском хозяйстве. Это очень интересно и результативно. Ну, в первую очередь, это продовольственная программа, что нас связывает. Ветеринары отвечают за здоровье животных, а здоровые животные дают нам здоровую продукцию, здоровое мясо, качественное молоко. И только от здоровых животных мы можем получить качественную продукцию. Поэтому здоровье нации тоже зависит от ветеринарии. Повторюсь, то, что выезд в Северную Ирландию по обмену опытом. Там мы проходили обмен опытом, и была экскурсия у нас и в профильные аграрные университеты, как у них там наука связана, как обучение выстроено. Были в лабораториях их современных экскурсий по лаборатории. Также были на их фермерских хозяйствах, где они используют знания лаборатории и знания науки
ихние, и как министерство, профильное министерство обеспечивает фермера всеми последними научными данными для того, чтобы он был информирован в своем деле. Были на убойных цехах, как у них организованы эти убойные цеха. И, в принципе, мне понравилось, что они, если у нас каждый фермер, система образования, Министерство сельского хозяйства, наука, они как бы, у них мало контакта друг с другом. А в Северной Ирландии то, что мне понравилось, у них идет такой альянс, союз, где они надо определенной, допустим, этот убойный цех, он предоставляет супермаркету определенную продукцию. Столько-то он должен, допустим, тонн дать мяса в год. А для того, чтобы это обеспечить, они заключают договора с фермерами, которые непосредственно выращивают животных. Есть государственные требования по качеству мяса, продукции. А чтобы это качество обеспечить, они разрабатывают совместно ветеринарную программу, которая помогает фермеру добиться здоровья животных. Совместно они разрабатывают всю эту оргсхему между собой и уже по этой оргсхеме четко двигаются. То есть фермер знает, для кого он выращивает, в какое время он должен подготовить свой скот для того, чтобы увезти в убойный цех. То есть у них все планомерно, у них уже договоренность есть. То, какой фермер, в какое время, даже по периодам, он должен подготовить свою часть обязательств. В интернете я слушаю Садгуру, покупаю мясо у своих фермеров, с которыми мы работаем. Это непосредственно герой нашего времени. На самом деле фермер 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, он включен в свою работу. И это не только, допустим, выращивание животных, это и подготовка корма, и обслуживание фермы, это уход за скотом, это подготовка к зимнему периоду, подготовка кормов. Прежде чем фермер получит свой результат от животноводства, он, допустим, на мясо цикл составляет 2 года. В течение 2 лет, это не всякий бизнесмен, допустим, у него хватит терпения, допустим, вкладываться в своих животных, чтобы потом через 2 года получить какую-то прибыль. То есть это очень терпеливые люди, очень трудолюбивые люди. Я по-настоящему считаю их героями. Как всякая женщина, это я мама 2 детей. У меня есть дочка, есть сын, есть внучка. Да, я патриот. Я люблю свою землю, я люблю свою работу. Мне нравится работать с фермами, и доставляет удовольствие, когда мы получаем вместе определенный результат. Когда фермер доволен, когда здоровые животные. Это доставляет огромную радость. В первую очередь, это честность, благородность и любовь к своему делу, к окружению. Повышать свой профессиональный уровень бизнесмена. Большей частью, конечно, немножко встречается более дилетантский подход к бизнесу. Повышать свой профессиональный уровень, изучать новые тенденции, внедрять управленческий учет, учиться масштабированию бизнеса. Сейчас очень много таких обучающих программ, которые помогают фермеру организовать свою работу и выстроить систему. Главное – это наладить систему, понимать четко циклы производственных своих процессов
и четко понимать, где и когда он должен получить свой доход. Ну и исходя из этого, планировать свою деятельность. А суть моей жизни – это познать эту жизнь в первую очередь. Познать, что такое мама, что такое быть руководителем, как реализовать все свои планы. Все, что предоставляет мне жизнь, принимать и реализовывать в жизнь, достигать целей. Ну, моя миссия – это здоровье животных. Национальную музыку люблю, современные аранжировки, модное течение в данное время. Мне нравится. Я бы хотела, чтобы они продолжили мое дело. Но сын сейчас учится управлению бизнеса, осваивает, он учится в КИМЭПе на 3-м курсе. В месяц или в год? Если честно, я не скажу, что я люблю шопинг. По-разному, зависит от ситуации. Могу потратить в месяц и 50 тысяч, могу потратить и 500 тысяч. У меня как таковой цели шопинга нету. Но сейчас очень мало свободного времени на самом деле. Это больше провожу с семьей. У меня сейчас есть внучка 1,5 года. И меня доставляет огромное удовольствие заниматься с внучкой. А с подругами, да, мы встречаемся в месяц раз. Мы можем сходить в кафе. Раз в год мы выезжаем куда-то на море отдохнуть. И там, конечно, больше общаемся. А так переписываемся, перезваниваемся. Коз я не доила, а коров, лошадей доила.